Камарбзем и Дубрыбов и Давид. Пока сухумские прокси-патриоты экстренно переобуваются в воздухе, посмотрите на этот мастер-класс местных сепаратистов. Еще вчера они превозносили крошечный остров Науру до небес, а сегодня соревнуются, кто язвительнее обольет его грязью. Давайте просто послушаем. Слушай, Пиндо, короче, надо сваливать, пока не поздно. Науру, блядь, озвала. Сейчас я зовут и что будем делать? Клянусь, Магани географию изучал, даже там не учат это Науру, где находится. Блядь, его знает, где это Науру вообще. Что они у нас могут принять, или мы у них принять? Где вообще это Науру? Слушай, они купаться не умеют, мыла не имеют. Какой товар ты от них хочешь взять? Слушай, кто бы там не хотел признать или не признать, главное, мы себя признали. Вот так сегодня с насмешкой и ядом абхазские сепаратисты отзываются о Науру. А ведь когда-то, в далеком 2009 году, все было совершенно иначе. Тогда в Сухуми этот крошечный клочок суши в Тихом океане представляли чуть ли не как геополитического титана и спасителя нации. Местные чиновники во главе со своим так называемым президентом буквально заливали Науру золотыми дифирамбами и пели комплименты их отваге. Мы высоко ценим этот мужественный шаг, который вы проделали в плане признания нашего государства. Еще бы, ведь за этот голос на международной арене Кремлю пришлось изрядно раскошелиться. Но сказка кончилась. 21 июля 2026 года Науру официально разорвал дипломатические отношения с Сухуми и Скрывальским регионом. И вся эта вековая дружба лопнула, как мыльный пузырь. Самое смешное, что незадолго до этого дипломатического шока местный марионеточный МИД как будто чувствовал, откуда дует ветер, и они выдали гениальный манифест, заявив, что международное признание вообще-то не рассматривается нами в качестве самоцели. Но вершиной этого геополитического цирка стали комментарии местных пользователей соцсетей. Особенно отличился некий Намба Тимур. Парень включил режим максимального самовнушения и написал: Науру изначально вел себя непонятно, но главное, нас признает Всевышний. Ребята, это шедевр. Зачем вам ООН? Паспорта или инвестиции? Если земная дипломатия полностью пробила дно, нужно просто открыть посольство в Небесной канцелярии. Но надо отметить, что сами же абхазские сепаратисты этот оптимизм быстро приземлили, ответив ему в комментариях. Как долго Всевышний нас будет признавать, если мы сами себя колпашим? Верно, у Всевышнего на этот абсурд, видимо, скоро тоже кончится лимит терпения. В общем, Международный клуб друзей оккупированной Абхазии стремительно редеет. В союзниках у них пока еще остались Сирия, Венесуэла и Никарагуа. Ну и Всевышний. Правда, судя по всему, даже в Небесной канцелярии видят Абхазию исключительно в ее истинной родной гавани в составе единого Саакартвело. Подписывайтесь и поделитесь своими мнениями в комментариях. С вами был Давид.